прошел уже 11-й саммит, и мы бы хотели, вы были, естественно, в самом начале, и мы бы хотели узнать, чем примечателен вот именно этот саммит. Но здесь очень много примечательных особенностей. Во-первых, это замечательный выставочный комплекс, который является яркой демонстрацией того, что Казань саммит из такого межрегионального форума, каковым он был в первые годы, стал заметной, крупной международной площадкой, которая является платформой для взаимодействия России и исламского мира. Причем не только на уровне страна к стране, но и с привлечением большого количества субъектов Российской Федерации, регионов. Вот в этот раз здесь представлено 38 регионов нашей страны. Что это означает? Это означает, что Казань саммит дает окно возможностей, снимает огромное количество организационных, технических, финансовых обременений, которые могли бы ложиться на каждую из этих субъектов федерации, регионов, если бы они самостоятельно, индивидуально, а не коллективно участвовали вот в такого рода мероприятиях. Это замечательно и с точки зрения культурной, гуманитарной, психологической, если хотите, возможности сблизить наши страны, народы, деловые круги в интересах и Российской Федерации, и стран Организации исламского сотрудничества. А вы знаете, я не помню ни одного форума Казань саммит, чтобы на нем не были подписаны те или иные соглашения. Я больше чем уверен, учитывая широкое представительство, широкое международное представительство и рекордное количество участников, такого рода соглашения в эти дни будут подписываться. Это будет и корпоративные соглашения, а это, возможно, будет и соглашение между соответствующими субъектами федерации. Здесь представлены руководители целого ряда регионов и соответствующими компаниями, странами, которые представлены на Казань саммите в 2019 году. То есть они с каждым годом увеличиваются, эти соглашения? Безусловно. Они увеличиваются не только с точки зрения количества документов и соглашений, которые подписаны. Зачастую на первом этапе это, как правило, были меморандумы, протоколы о намерениях. Сейчас это контракты, это соглашения, это возможность реализации крупных совместных проектов, которые в самое ближайшее время неизбежно дадут эффективную отдачу для обеих сторон, которые заключают подобного рода контракты. Еще раз повторю, рекордное количество участников вообще, рекордное количество стран, которые участвуют, рекордное количество регионов, которые участвуют. Вот эти, казалось бы, сухие цифры говорят, с одной стороны, об огромной работе, которая была проведена на этапе подготовки самого форума, а с другой стороны, привлекательности Казань саммита как площадки, где можно встречаться, обсуждать, договариваться и принимать решения.